Во-первых, отказали аэраторы. Перестал работать бассейн. В том году мы писали весь год, все лето писали. Нам сделали только свет. Так сегодня выглядит озеро Марьино. В 2020-м, когда рядом построили высотку, водоем благоустроил застройщик. Со дна поднял ил и мусор, установили аэраторы и даже водопад. Все под надзором экологов за счет застройщика. Была целая программа экореабилитации озера. Им жители благодарны до сих пор, но, говорят, наслаждались новой зоной отдыха недолго. Здесь было так прекрасно, так чудесно. Весь год было совершенно замечательно. Но второй год стало хуже. В том году все. Озеро у нас уже заплесневело. Единственный аэратор, и то он наладан дышит еле-еле-еле. Мусор, разбитая брусчатка. Главное, сама вода начала зарастать тиной и водорослями. Если так пойдет, то озеро превратится в болото, переживают горожане. Тина была вдоль берега, а чтоб полностью, чтобы она это самое покрывала вот все озеро, такого не было. Года 4-5, наверное, назад оно было, да, намного чище, чем вот сейчас. Раньше уточки плавали, сейчас и уточек нету. Грязный, зелень. Тут и, в принципе, мне кажется, мусорки, может, немного где есть. Тут и мусоры тоже люди. Обеспокоенные жители надеются достучаться до ответственных чиновников. Я ходила сюда, в нашу администрацию. Короче, они меня переслали на Театральную 13, комитет по благоустройству Казани. И вот все то лето и половину этого лета я звоню каждую неделю. Мы также обратились в столичный комитет. Эту территорию содержит комитет внешнего благоустройства, но территория только вокруг самого озера. Ее регулярно убирают, когда поступают, например, жалобы от жителей, ну и в целом стараются регулярно все-таки следить за ней. Например, в эти выходные там уже осуществляли уборку. Что касается самой водной глади, то вода, как у нас принято, относится к федеральным водным объектам, поэтому мы ее, к сожалению, содержать не можем, нам не выделяется финансирование на это. В Министерстве экологии нам заявили, озеро можно спасти. Для этого его исполком должен включить в госпрограмму. В Республике Татарстан имеется государственная программа охраны окружающей среды. Исполнительный комитет города Казани необходимо инициировать комиссионные обследования водного объекта с участием исполнительного комитета, Министерства экологии, МЧС, проектной организации для выявления целесообразности реабилитации и расчистки водного объекта. После неоднократных обращений жителей подрядчик появился на объекте и починил водопад, однако вода течет в камыши. Наше озеро пропадает и становится болотом, по сути дела. Много что поломалось. И вот, наконец, после обращения к вам, огромное вам спасибо, все-таки инстанции города среагировали. В исполкоме рассказали, оборудование, обогащающее воду кислородом, сейчас на реконструкции. Амиль Шайдуллин, Лина Зинатульна, Арни Абдрахманова, Алмаз Единов, ТНВ, Казань.